Здравствуйте, я шеф-повар Данияр Деркембаев. Я рад поделиться идеями и рецептами, которые будут полезны для маленьких детей и всей семьи. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить о чем-то важном для всех. Полноценное и разнообразное питание является важным фактором для здоровья матерей и детей. Вы когда-нибудь слышали о 1000 днях? Окно возможностей – это время от момента беременности женщины до 2-го дня рождения ребенка. Физическое и умственное развитие до достижения полного потенциала зависит от правильного ухода и питания ребенка именно в первые 1000 дней. Я собираюсь поделиться именно теми рецептами, которые будут полезны для вашей семьи. Продукты и ингредиенты для этих рецептов доступны в магазинах. Вы можете их купить и приготовить. Они понравятся не только взрослым, но, несомненно, и детям. А сегодня мы с вами приготовим простой, но очень полезный салат, который называется винегрет. Для этого салата мы будем использовать отваренные мною ранее овощи, мы будем использовать консервированную фасоль и квашеную капусту. Все эти овощи содержат очень много полезных витаминов, но прежде мы должны с вами помыть руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Для того, чтобы приготовить салат, нам необходимо было предварительно в течение 15-20 минут отварить морковку. Мы также отварили и почистили картофель и свеклу. Свеклу также мы помыли, отварили и почистили. Кроме того, нам понадобится фасоль. Фасоль можно взять свежую, замочить ее на ночь и после этого в течение 3 часов отварить в горячей воде. Но кроме того, вы можете использовать консервированную фасоль, которую вы можете просто купить, открыть баночку, промыть фасоль, и также ее можно использовать в салаты. Вместе с тем мы можем использовать и квашеную капусту. Квашеная капуста не должна быть очень кислой. Если она у вас очень кислая, желательно ее промыть в проточной холодной воде. Итак, начнем с того, что мы должны нарезать овощи мелким кубиком. Для этого я сейчас использую зеленую доску, которая предназначена у меня для овощей, и небольшой нож. Овощной салат подходит отлично к семейному столу. Его любят как дети, так и взрослые. Наше здоровье зависит от разных факторов, и одним из них является питание. Этот рецепт легко готовится с простыми ингредиентами. Отличный вкус и полезный для всей семьи. В отличие от употребления фастфуда, быстрой еды, здоровый рацион питания сегодня помогает предотвратить осложнение здоровья в будущем. Порезав картофель, мы теперь можем порезать морковь. К сожалению, очень часто мы покупаем фастфуд. Это дешевая еда, у нас возникает соблазн ее купить, и в результате потребления фастфуда мы приобретаем больше трансжиров и теряем очень важные вещества – клетчатку, витамины, минеральные вещества. Поэтому лучше всего есть разнообразную пищу, которую вы готовите дома. Так, все, морковку тоже почистили, порезали. И теперь морковку мы также отправляем в чашку с нашим салатом. Следующий ингредиент, который мы с вами будем готовить, это у нас свекла. Свеклу я предварительно отварил в течение 1,5 часа,
Потом я охладил и очистил свеклу. И теперь я могу порезать свеклу тоже небольшим кубиком. Свекла очень полезный продукт, поскольку она содержит очень много клетчатки, полезной для организма взрослых и детей. Хотелось бы напомнить, что нужно ограничить потребление жиров и маргаринов. Если вы используете растительное масло, то желательно его не использовать в небольших количествах. Овощи мы порезали, и теперь нам осталось добавить измельченный зеленый лук и квашеную капусту. Добавляем зеленый лук, и теперь я могу положить сюда квашеную капусту. Добавляю немного растительного масла и все тщательно перемешиваю. Во время перемешивания необходимо добавить отваренную фасоль. Необходимо придерживаться разнообразного питания, состоящего из разных продуктов. Питание только одним или двумя видами продуктов каждый день с течением времени приводит к дефициту питательных веществ. Недостатки питательных веществ делают нас уязвимыми для болезней, и если они достаточно серьезные, могут привести к плачевным последствиям. Каждая семья может внести изменения в рацион питания, и важно, чтобы все члены семьи принимали в этом участие. Чтобы получить доступ к этому рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. А сейчас я напомню вам, из каких ингредиентов мы приготовили сегодняшний салат. Мы взяли основные ингредиенты: 5-6 картофелин, 1 свеклу, 1 морковь, 100 грамм квашеной капусты, 1 пиала отварной фасоли, 50 грамм зеленого лука, 2-3 столовых ложки растительного масла, зелень, лук и укроп. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!